Калмыкию с рабочим визитом посетил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов и директор Россельхозцентра Александр Малько. Гости ознакомились с реальной ситуацией в сфере растениеводства Калмыкии, отметили хороший уровень работы республиканского отделения Россельхозцентра, а также рассказали, какие меры поддержки будут выделены из федерального бюджета на поддержку аграриев. Все подробности далее. Неблагоприятные погодно-климатические условия, саранчевые вредители – все то, что из года в год затрудняет работу аграриев Калмыкии. Но несмотря на все трудности, по словам специалистов, качество калмыцкого зерна по-прежнему остается высоким, и оно пользуется большим спросом по всей стране. Из-за того, что у нас очень жаркий климат, мы выращиваем, набор культур у нас не такой богатый. Все культуры у нас всегда хорошего качества, потому что то солнце, которое имеется, и отсутствие влаги сказывается на качестве нашего урожая. Независимую оценку качества зерна проводит филиал Россельхозцентра по Калмыкии. Ежегодно здесь проводится более 700 лабораторных исследований, поэтому необходимо улучшить техническое оснащение лабораторий. По всем показателям филиал развивается, коллектив дружный, они стараются ставить перед собой реальные цели, реально их выполнять. Практически работа ведется по двум основным направлениям. Это фитосанитарный мониторинг территории Республики Калмыкии, организация борьбы с особо опасными вредителями, саранча, например, ну и услуги в области семеноводства. Как отметил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов, за эти годы Калмыкия сделала большой рывок вперед. И этот положительный импульс будет поддерживаться на федеральном уровне. Мы сегодня видели в Калмыкии очень чистые поля, мы видели очень высокий урожай, мы видим очень качественную сельскохозяйственную продукцию, которая может быть использована и на внутренние нужды, и на экспорт. Кроме того, ежегодно калмыцкие аграрии ведут борьбу с саранчевыми вредителями. Несмотря на то, что уже обработано более 80 тысяч гектаров, ситуация остается напряженной. Это тема для Калмыкии номер один, и поэтому есть определенные решения по усилению материально-технической базы Россельхозцентра, по выделению дополнительного объема препаратов по борьбе с саранчевыми вредителями на территории республики. Как рассказывает руководитель регионального отделения Александр Кикишкеев, по результатам фитомониторинга в следующем году ожидается такая же напряженная ситуация. Принято решение на следующий год подготовиться, и руководство Минсельхоза Российской Федерации, наша ФГБУ, оказывает помощь в приобретении самоходных опрыскивателей, дополнительно те, которые у нас имеются. И, соответственно, помогут по линии федерального бюджета выделение на земли федерального значения федеральными инсектицидами. И это, конечно, будет существенная помощь в организации истребительных работ на следующий год. Речь шла о поддержке лесоводческой отрасли, ведь при должной финансовой поддержке за счет средств федерального и республиканского бюджетов это даст существенный толчок экономическому росту района и республики в целом. Для этого необходимо улучшать состояние растительной системы. Будем решать вопрос по дополнительной подаче воды, будем привлекать науку для того, чтобы оптимизировать рисовые севообороты, повысить урожайность и, самое главное, не допустить вторичного засоления почв для того, чтобы они еще долго и плодотворно служили на благо Российской Федерации и Республики Калмыкия. Подводя итоги визита, гости отметили, что со стороны федерального центра будет оказываться разного рода поддержка. Калмыкия находится в зоне рискованного земледелия, и наша задача заключается в том, чтобы обеспечить устойчивость объемов производства и качество продукции. Ирина Гольдинова, Екатерина Шевлянова, Максим Мятежный. Информационная программа «День Республики».